Почти половина жителей Башкортостана уже сделала свой выбор. По итогам первых 2 дней трехдневного голосования, по данным Центральной избирательной комиссии Башкортостана, свой голос отдали 48,5% избирателей. Обсудим это, а также ожидания от 3-го дня заключительного голосования вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Сергей Лаврентьев, политолог, профессор. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Как вы оцениваете вот эти цифры? Ну, я оцениваю их, что они, в принципе, соответствуют тем прогнозным цифрам, которые нам давали наши социологические службы, как страны, так и нашей республики. И даже с некоторым опережением, наверное, идут цифры больше, чем предполагалось. Это как раз оправдывает те решения, которые были приняты по трехдневному голосованию. В общем-то, сама забота о избирателях в условиях пандемии, и главная причина – это пандемия, для того, чтобы не создавать проблемы с дистанциями, с перегруженностью избирательных участков. Это решение принято. Оно себя оправдало. И вот, допустим, те цифры, которые вы назвали, они говорят о том, что равномерно распределяются избиратели вот, в процессе голосования. Но сегодня, последний день, я думаю, что чуть-чуть больше будет, чем в пятницу и субботу. И вот мы где-то выйдем на цифры, наверное, в районе 80%. А о чем это говорит, когда из 3 дней оставляют вот именно на заключительный 3-й день, люди раздумывают о том, за кого голосовать? Что влияет на их выбор? Именно когда идти голосовать? 3 дня, это, во-первых, люди же, основная масса у нас все-таки учатся, работают, есть какие-то запрограммированные дела, которые делают люди. Поэтому люди выполняют, видишь, не отказываются от работы, они выполняют все свои обязанности. И, допустим, в рабочие дни они идут на избирательные участки или до работы, или после работы, или, так сказать, в перерыве, или по пути решают какие-то свои повседневные дела. Это я просто сам наблюдал на избирательном участке. Вот, там я стоял за женщиной за кефиром, потом вдруг оказалось, она за мной уже в избирательном участке. Вот, поэтому здесь с этим связано. Во-вторых, ситуация в стране, так сказать, ее развитие, положение сегодня таково, что расслабляться рано. Мы знаем, что достаточно серьезная международная обстановка, есть проблемы в взаимоотношениях, так сказать, с Соединенными Штатами, с другими странами. Это, в принципе, не проходит бесследно в общественном сознании, в понимании людей своего положения, положения страны. Это мобилизует людей на участие в выборах, в общественной жизни, потому что они заинтересованы в сохранении стабильности в стране. Общественный контроль, гражданский контроль, как оцениваете его вот по итогам первых 2 дней голосования вы? Общественный контроль я оцениваю достаточно высоко, потому что у нас для этого предприняты просто беспрецедентные меры. Это не только по подготовке общественных наблюдателей, как это сделал наш штаб по наблюдению за выборами. Больше 7 тысяч наблюдателей были обучены, подготовлены, которые сегодня обслуживают наши выборы в качестве наблюдателей. Это и техническая составляющая, когда мы практически из Центра общественного наблюдения, который открыт в Уфе на базе Башкирского академического театра драмы имени Гафури, мы можем при желании, любой гражданин может прийти туда и посмотреть любой избирательный участок, как там обстоят дела. Ну, предварительно только отправить заявку. Конечно, это все нужно отправить заявку, но нет случаев, чтобы эта заявка не была удовлетворена. Те, кто желает посмотреть, поучаствовать. Поэтому общественный контроль, я считаю, обеспечивается гораздо более эффективно, чем на предшествующих выборах. Вот 3-й день голосования, когда будут пики, как думаете, вот сегодня? Пики, я думаю, у нас сегодня будут все-таки ближе, после обеда. Почему? Все-таки воскресенье. Народ привык у нас отсыпаться, потом уже выполнять свой гражданский долг. Потому что, ситуация по времени это позволяет, потому что все избирательные участки находятся рядом с местом проживания наших избирателей, поэтому как раз пик будет. Причем это связано еще с возрастом избирателей. Старшее поколение, они идут, как правило, с утра, планируют. Молодежь, естественно, она
так сказать, появится на избирательных участках после обеда. Но то, что это обязательно произойдет, ну и кто-то очень занят, опаздывает, где-то в каких-то поездках будет спешить прийти на избирательный участок ближе к концу дня. А то, что вот есть такое выражение, что профессионализм нашего гражданского гражданина зависит от его желания выбирать, от его умения выбирать. И вот мы видим, что на сегодняшний день что и желание выросло, и, так сказать, на умение мы проверим, уже узнаем по результатам, так сказать, 3 дней голосования. С точки зрения чистоты и прозрачности выборов, вот какую картину видите вы? Информация о нарушениях, которая звучит, да, реакция Центральной избирательной комиссии как Башкортостана, так и России, общественные наблюдатели, насколько слаженно работает система и насколько быстро идет реакция на сообщения о каких-либо нарушениях? Тема нарушений вообще стала некой такой темой серьезной, потому что нас постоянно в чем-то обвиняют. Поэтому нарушения, они ведь есть нарушения, есть нарушения. Что я здесь имею в виду? Есть нарушения, которые не специально, а в результате каких-то неподготовленности, допустим, отдельных членов каких-то избирательных комиссий, случайных ошибок, может, совершенно неадекватного поведения каких-нибудь избирателей, это тоже вполне возможно. Вот. Но не исключена и сознательная здесь тактика отдельных людей, так сказать, которые принципиально возражают против самих выборов, против результатов предполагаемых, которые могут сознательно провоцировать нарушения для того, чтобы затем пытаться где-то подвергнуть некому сомнению их результативность и открытость. Это тоже будет политическая борьба. Выборы – это не простой политический процесс, это не приготовление яичницы, например, да? Это серьезный политический процесс, в котором принимают участие как те люди, которые за, вот так те люди, которые против. Еще хотела вас спросить про провокации, Сергей Николаевич. Видели ли вы, да, и вот избиратели как реагируют на них? Ну, избиратели, я думаю, реагируют совершенно, как все нормальные, так сказать, здоровые люди. Они возмущаются, вот, допустим, если они являются свидетелями подобного рода вещей. Здесь возмущение, так сказать, вполне понятно, вот, потому что люди видят, что это люди, это хулиганство, по большому счету. Вот. Хоть это политическое хулиганство, но это хулиганство. А к хулиганству наши люди относятся однозначно. Ну, погода тоже такой серьезный фактор для 3-дневного голосования. Вот не испортило ли немного похолодание, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что как раз не испортило. Очень хорошо, что вот в эти дни подключается тепло у горожан, так сказать, как города Уфы, так и республики. Но сегодня вообще замечательный день, дождя нет. Прогуляться, пройтись до избирательного участка надо, это только для здоровья полезно. Сергей Николаевич, те, кто еще сомневается, идти или не идти на избирательный участок, что бы вы им сказали? В чем причина сомнения обычно? Причина обычно сомнения, что вот лично человек, не стал он счастливым вот в эти 4 года, когда работает этот дом. Но надо смотреть вперед, надо рассчитывать на себя, и свой голос надо обязательно отдать за те политические, тем более 14 партий, выборы огромные. Вот. Надо пойти и проголосовать. И потом, в принципе, свою политическую активность не ограничивать только выборами, а принимать активное участие в реализации тех принципов, которые провозглашаются нашими активными участниками избирательного процесса. Те, кто станут победителями на этих выборах, да, сегодняшние кандидаты в депутаты, как в Курултай, как в Госдуму, так и в органах местного самоуправления, как скоро они должны будут начать действовать, да, и выстраивать контакт с избирателями, те, кто голосовал за них? Я думаю, что контакт с избирателями они установили уже в ходе избирательной кампании. Главное, чтобы они не потеряли этот контакт, а то у нас бывают случаи, что пока человек добивается мандата, он готов на все. Вот. А когда он получает мандат, то он, получается, исчезает из поля зрения своих избирателей. Вот здесь мне бы хотелось, и я думаю, что это произойдет с большинством. Не бывает, конечно, так сказать,
каких-то очень сильно занятых депутатов, бывают они. Вот. Но я думаю, что все-таки контакт сохранится. Но это зависит, кстати, не только от депутатов, это зависит и от избирателей, потому что избиратели должны, так сказать, активно взаимодействовать со своим кандидатом. То есть встречаться, звонить, писать письма, обращаться в электронную приемную, в общем-то, наблюдать за их практической деятельностью, не пропускать дни, когда они приезжают непосредственно в свой избирательный участок. Тогда контакт будет эффективным, и избиратель получит то, что он удовлетворение от того, что он не зря голосовал. Ответственность на каждой из сторон. Конечно. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Сегодня гостем программы «Интервью» был Сергей Лаврентьев, политолог, профессор, и мы говорили о том, как идет трехдневное голосование в Башкортостане. Не переключайтесь, все самое интересное о выборах в нашем эфире.